Трубит последняя труба Убыхов. И беда не в том, что этому столетнему старику уже не стать ни ребенком, ни юношей, ни воином. Беда в том, что ими уже не станет никто, потому что он последний Убых. Зауркан Зулак – центральный герой и основной повествователь, оказавшийся в водовороте трагических событий своего народа. Волей людей, находящихся у власти, Убыхи оказались изгнаны на чужбину, где обещанный рай оказался адом. Молитвы сменялись проклятиями, и наоборот, от отсутствия питьевой воды и скопления нечистот вспыхнула гнилая горячка, брюшной тиф. Люди, обезумев от жажды, стали пить морскую воду. Осман Абухба сумел настолько оживить героя, что зрители буквально погрузились в происходящее, ощутив всю палитру эмоций – страдания, унижение, боль потери, горечь предательства. В течение спектакля актер ведет рассказ от первого лица и периодически становится теми, о ком рассказывает. Эффект присутствия усиливает звуковое сопровождение. В этом романе там столько всего и урезано, но то, что есть... Там очень много затрагивающих кусков. Это вот женщины, когда переселились, как женщины в грязных лохмотьях, лица закрыв. Я когда читал, я вот там прослезился первый раз. Я просто представил, насколько это вот ужасно просто. Девушки, вот я представил наших, как им было стыдно. Они закрывали лица, стесняясь, чтобы кто-то их увидел. Ну и самое, конечно, наверное, это... Когда вот встреча Филдыш с Заурканом в гареме, ну я не знаю, что должно было у него в душе произойти, когда он это увидел. Это вот прям после всего того, что он уже пережил, и вот это прям... Ну, конечно, он не будет уже сожалеть ни об убийстве этого Селим Паши, ни о ком вообще, потому что уже смысла, какой смысл? Сестер нет, девушки любимой нет. Ну, я не знаю, родителей нет. Моноспектакль – непростой жанр. Это как высшая планка, ведь перед актером стоит задача превратиться то в одного героя, то в другого. Поэтому спектакль идет в камерной обстановке. Так проще общаться со зрителем, устанавливать контакт и видеть блеск в глазах. Я услышал, как Осман читал отрывок из романа «Последний из ушедших» еще в театральном институте имени Щукина, когда он был студентом. И мне тогда показалось, что это произведение очень совпадает с его внутренним миром. Потом, когда вот я думал о необходимости появления еще одного спектакля в репертуаре на основе абхазской литературы, вот я вспомнил про Османа, про «Последний из ушедших», и когда Джамбулу я предложил сделать эту работу, он, конечно, очень удивился, и все удивились, как можно сделать моноспектакль по такому многослойному, густонаселенному роману. Но, как выяснилось, это оказалось возможным, и более того, мне кажется, вот в таком виде, час 20 минут, когда работают основные сюжетные линии, когда передаются и как бы выпячиваются наиболее крупные смыслы этого произведения, зритель с большим интересом и, в принципе, на зрителя больше воздействует вот этот материал. Автор и режиссер спектакля Джамбул Жордани объединил в постановке самые яркие образы и цитаты из книги. Он признается, что для любого абхаза ставить последнего из ушедших ответственно и ценно. Когда я вот сейчас, когда начал постановку, прочитав ее уже с позиции моих дней, скажем, да, моих лет, для меня был стресс почему-то, потому что как-то много уж перекликалось и с сегодняшней нашей жизнью. И это немножко придало мне возраста. Я говорил о том, что я немножко повзрослел и догнал свои годы уже умом. Мы, кстати, не так много работали, хотя я очень боялся, что то время, которое нам было отведено, не будет достаточным. Мы начали в конце сентября, и в декабре уже был спектакль готов. Но в связи с карантином мы просто не могли его показывать, и вот дотянули его до сегодняшних дней. Среди множества ярких моментов спектакля эмоциональная сцена, в которой погибающие от болезней и голода Убыхи исполняют народный танец, заставила многих зрителей, немного стесняясь, вытирать слезы. Раздался голос самого старого из нас Татластана. В пляс! В пляс!
ему удалось задержать зрителя, да, типа, там, на все время спектакля, не дать нам соскучиться. И знаете, как заскучать бывает, что человек сидит и хочет поскорее уйти, такого ощущения не было. Меня, вот пока шел спектакль, уже к концу спектакля, вот две мысли меня посетили, постоянно, которые преследовали меня. Это если бы вот была моя воля, если бы это было в моих руках, я бы этому артисту уже, несмотря на то, что он молод, я бы за эту роль дала бы обязательно какое-нибудь звание. Этот спектакль надо привести каждого абхаза и показать ему. Потому что, несмотря на то, что все действия, которые происходят в спектакле, происходили 150 лет назад, опять тоже чувство, что ничего не меняется. Следующие показы спектакля по роману Баграта Шинкуба «Последний из ушедших» состоятся 4 и 23 марта. Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.